Не уходите, стойте здесь, ладно. Самат Хуштабекович, у вас есть вопросы к обращающейся стороне? Да, можно для уточнения? Да. Нурдучин Алиевич, скажите, а вот коммунальное предприятие Бишкек Теплоэнергия, договор есть, да, с вами заключен, да, договор? Я не знаю. Я не знаю. Нет, это Они ваш вообще дом, говорят, да, правильно? Это? они говорят, знаете как, я вам сейчас объясняю, я вам на ваш вопрос отвечаю. Они говорят, что если присоединено было, это значит считается, что заключен договор, все. Она раньше так было, значит все. То есть в 62 году, когда здание построили, она подключена, все. Это считается, все, договор заключен. Они вот так говорят. А там, что есть договор или нет договора, я даже этого не знаю. Я когда на судебные процессы уже когда узнал, что меня 4 раза, оказывается, осудили, и на 5-й судебный процесс только меня вызвали, понимаете? И то я даже не вызвал, а я сам узнал, случайно узнал. И когда в архив пришел получать они мне говорили, что уже не первый раз против меня в суд подают. Я думаю, узнаю, что там. И я к председателю суда, районного суда зашел, заявление ему оставил, чтобы ознакомиться с материалом, выучить его, что там у меня против. Оказывается, 4 судебных процесса уже было. 4 года назад, оказывается, уже, или 5 лет назад, уже, оказывается, меня судили. И они, оказывается, каждый год против меня в суд подают. А я ничего об этом не знаю. Но я, если бы даже знал, я бы все равно не смог прийти. Дело в том, что я же я не ходячий был. Я вот теперь стал ходить, в 21 году только начал. И то я в 21 году разговаривать не мог, я же после инсульта. Я не мог разговаривать. Это теперь вот из-за суда стал разговаривать, сам переборол, у меня такой барьер был, я не мог. Мне сразу плохо становилось, я сознание терял. А теперь ожил, теперь вот могу. Самат Хуштабекович, есть у вас еще вопросы? Нет, больше вопросов нет, спасибо. Уважаемый судья, есть у вас вопросы? Да, пожалуйста, Меркуль Слупек. Так, скажите, пожалуйста, у вас судебная тяжба началась в 2013 году, вы начали говорить. В каком году началась вот эта тяжба судебная? Это по какому делу? Ну вот, есть по гражданскому делу, есть по административному делу, а есть по теплоэнергии. где были нарушены права ваши? По всем надлежащим образом не были вы извещены. Когда это было? По всем 3 судебным процессам. Нет, по административному суду у меня не было такого. А по остальным Я спрашиваю, вы же вопрос стоит, что вас ненадлежащим образом не известили, в общем, у вас, правильно? Вопрос ставится. Правильно же? Я это спрашиваю. Когда у вас вот эта судебная тяжба началась, и вы, не узнав, потом узнав, приходите к нам. Когда этот процесс начался? Тот, который вы говорите, тот в 2013 году 4 раза подавали против меня в суд. Да, вот тогда вы не знали, да, что вам... Тогда не знал. И потом 16-й год, 17-й год, 18-й, Все, тогда в 2013 году, да, был этот процесс, судебный процесс? Нет, наверное, в 2014, наверное, было. Хорошо, в 2014 году у вас было постоянное место проживания, зарегистрированное? Так я же не ходячий, дома лежал же. Нет, у вас регистрация, в паспорте был адрес? Я это спрашиваю. Конечно, да. Постоянное место проживания было, Ну, да, правильно? конечно, да. А в 2013 году вы ходили? Нет, я же не ходячий был. Тогда еще не ходячий? Да, я не С много какого лет. года, сколько вы, инвалидность у вас? Сколько Я лет? с 13-го года по 16-м я совсем плохо. Я вам сейчас могу показать. Нет, вы мне не надо мне показывать, не надо мне показывать. Мы все В видим. 16-м году. В каком году у вас инвалидность наступила? А инвалидность дали уж только в 16-м. Так, понимаете, дело в том, что... А до 16-го года вы ходили, работали, Нет, правильно? Нет, я лежал, совсем я не мог ходить. Я даже встать не мог. Официально он 16-м, получил, официально, нет, да. он получил. Вот Инвалидность не не отвечаете, дают, правильно. если сам человек лежит дома, Хорошо. ему не инвалидность не дают. Все, Нету такого. хорошо, тогда постоянное место проживания было зарегистрировано И в там 2013 дома году. постоянно я был, и до сих пор там. Зарегистрированное постоянное место жительства. Конечно, я же там и сейчас там. Да, в паспорте, вы сказали, в Первомайском районе проживали, да? Да. И каким-то образом вы нашли извещение о том, что там в Ленинском районе зарегистрировано. Вы вот Нет, я это нашел в суде Да, в в 21 году, да. В 21 году. Все понятно. Я когда обратился в 21 году, я То там... есть в 2013 году у вас было зарегистрированное официальное постоянное место проживания?
Все? С 94-го года. Вы в до сих одном пор, месте да. проживаете. Да. Всё, спасибо, спасибо, понятно теперь. У вас есть вопрос? Есть? У меня есть тогда к вам вопрос. Ну, по сути вашего выступления можно прийти к такому выводу. Вы не согласны со всеми видами судебных извещений, они вас все не устраивают, да? Нет. Дослушайте вопрос. В таком случае вы скажите, да? Вот как вы видите вообще, да? Как вы видите, вот человек, вы были всегда прописаны по одному адресу, По проспекту Мира сначала был я прописан. потом в В последующем. 94 году стал Паджибек Джулу был прописанным. Как вы считаете, вот эта обязанность любого гражданина быть официально зарегистрированным, я не говорю о прописке, зарегистрированным по определенному месту жительства, для чего эта обязанность вообще существует? Как вы думаете? Я думаю, что он должен там проживать. Ну, для чего вообще эта обязанность существует? При возникновении подобных ситуаций, в том числе для получения судебного извещения, разумеется, его местонахождение, оно должно соответствовать фактическое местонахождение должно соответствовать официальной регистрации его. Я так считаю, да. Вы правильно, да? Я так считаю, Правильно да. говорите. Вы сказали, что государство обязано обеспечить, вот много чего сказали по этому поводу, да? Мгм. Вот как вы видите вообще это, да? Как бы стало с вашей точки зрения справедливым, да? Как должны извещать в таком случае? Вот у суда, да, много дел, вы понимаете, да? Мгм. Ему только вот предоставлена информация о том, что человек официально зарегистрирован по такому-то адресу. Так, У него других сведений нету, так, у суда да. нету Да, других. так, понимаю. Как ему быть в этом случае? Я считаю, что суд не способен не сможет он это регулировать, организовать. Он не сможет, у него нету таких инструментов, чтобы он так мог бы. Что, искать человека? Конечно. Нет, вот вы знаете, по-вашему получается так. Человек прописан в одном месте, потом по болезни переехал в другое, там, ну, например, где-то там за ним ухаживают, где-то еще какие-то Или вещи работает происходят. там, да. Ну, и это по вашему выступлению так получается. Государство обязано его найти и вручить ему, например, судебную повестку. Да? Вы понимаете, вот суть вашего выступления в этом заключается. Вы говорите, государство обязано установить такие механизмы. И я вас спрашиваю, как вы это видите? Да. Как это в реале сказать? Вы сами говорите, суд этого не способен сделать. Да. У него других данных нету. У него только есть место официальной последнее место регистрации этого человека, место проживания. Мгм. Я вас понял. Я поэтому вас спрашиваю, Мгм. что влечет за собой обязанность гражданина, чтобы его фактическое местонахождение или проживание соответствовало месту регистрации. Мгм. Его Я место вас понял. жительства. Механизм, я когда говорю слово механизм, я подразумеваю, что должна быть такая система организована государством. Который будет чтобы искать его- человека, да, да, там, который по его будет, чтобы каким-то его сразу- биологическим данным, да, И- распознавание лиц, или что вы имеете в виду? Как И- человека найти? И в первую очередь истец в первую очередь обязан, я считаю, что истец, если он против кого-то подает в суд, то истец обязан это делать, понимаете как? Он должен подключать или милицию, там, или кого там, если, или прокуратуру, или кого, чтобы найти человека и его представить. Ну, у суда, я считаю, что у суда с Хорошо, ответчиком значит, обязательно должна быть связь. по-вашему, гражданин не обязан проживать по тому месту, где он официально зарегистрирован. Для того, чтобы Наоборот, получить я любой говорю. документ, даже маленькую справку, вы же знаете, да? Маленькую справочку получить, для этого человек должен получить по месту своей регистрации, иначе он его не получит в другом месте. Наоборот, я говорю, что человек должен проживать там, где он прописан, а не там, где он в Нарыне Ну, прописан, разумеется. живет в Бишкеке. Мы же Ну, как раз говорим об этом, да, то есть мы говорим о тех случаях, когда это не так. И по каким-то причинам, если бы это было всегда так, проблем бы у судов не было, наверное, да? Потому что у него есть адрес регистрации ответчика, он и посылает по месту регистрации этого человека судебное извещение. Сейчас. Я бы хотел Судебную повестку. Дело в том, что вот как вы вот сейчас, вы как вы говорите, она идет по временам СССР. А вот сейчас же времена другие.
Сейчас люди... Хорошо, да, да. Поэтому, Что щас? исходя из современных реалий, Так. сейчас уже совсем все по-другому, понимаете как? Сейчас надо какую-то новую систему такую вводить, или я не знаю, я человек безграмотный, я не знаю, как это делается, да, но это должны умные люди, грамотные люди должны это придумать, Делать, что-то, эти да, вещи. чтобы это вот так вот делать, чтобы человека находили. То есть вы имеете в виду развивать этот Да, ну как систему механизм судебного такой извещения, должен быть. механизм. Да, вы я вот имеете что в про виду. Ну, механизм. теперь понятна ваша позиция. Я вот что. Спасибо. Проходите к своему месту. Спасибо, спасибо.